История шаройцы к исследованию чеченского общества Шарой. Историческая область селения Шарой находится в верховьях реки Шаро-Аргун. Шароевский диалект является чуть ли не единственным чеченским диалектом, в котором практически нет заимствований и сохранены древние формы слов. Это объясняется тем, что Шаройский район – самый высокогорный и труднодоступный в Чечне. Есть шаройские предания, что в глубокой древности все шаройцы собственно и вышли из высокогорного их селения Шарой. Дело в том, что в одно время селение Шарой сильно разрослось, тогда жители башен разбрелись по окрестным склонам, где они основали уже новые шаройские селения – Хакмадой, Шикарой и другие. Несмотря на это, шаройцы не теряли связь друг с другом, во всем помогали друг другу. Шаройцы исторически расселялись в верховьях реки Шаро-Аргун, контролируемая ими область состояла из нескольких десятков их селений. Предания шаройцев также гласят, что в глубокой древности первое родовое селение всех шаройцев, селение Шарой, часто жило в неспокойствии. Высокогорное селение Шарой повидало в древности немало захватчиков, с которыми шаройцы постоянно сражались в жестоких битвах. Пролитая кровь самих шаройцев и пролитая кровь их врагов в их селении было нередким явлением. Это были схватки, где не всегда удавалось выжить многим из числа и тех, и других. Военный историк Василий Пот описал в своей работе про сложную в диких условиях жизнь шаройцев, перед этим описывая в целом чеченские племена и чеченскую характерную систему характера. Он писал: под именем Чечни известна обширная страна, расположенная в неопределенных границах, которые приблизительно совпадают на севере с Тереком и Качкалыковским горным кряжем, отделяющим ее от Кумыкской степи, на востоке с рекой Акташем, за которой начинается уже собственно Дагестан, на юге с Андийским и главным Кавказским хребтами, и на западе с верхним течением Терека и Малой Кабардой, представляющий собой по населению уже получеченский, полукабардинский край. Среди суровой природы жило оригинальное племя, воспитанное вековой борьбой с внешними врагами и закаленное внутренними междоусобиями. Чеченцев обыкновенно делят на множество групп или обществ, давая им имя от рек и гор, на которых они обитали, или от значительных аулов, обнаруживавших влияние на другие. Таковы алдинцеи, атагинцеи, назрановцы, карабулаки, джерахи, галгаевцеи, мичиковцеи, качкалыковцеи, ичкеринцеи, ауховцеи и прочее, и прочее. Но это разделение чеченского народа на множество отдельных родов сделано, однако же, русскими и в строгом смысле, имеет значение только для них же. Местным жителям оно совершенно неизвестно. Чеченцы сами себя называют нахче, то есть народ, и название это относится одинаково ко всем племенам и поколениям, говорящим на чеченском языке и его наречиях. Чеченцы и поныне считают Ичкерию своей колыбелью и знают имя Чхо, как имя своего родоначальника. Вот что говорит об этом старинная чеченская песня. «Неохотно приближаемся к старости, неохотно удаляемся от молодости. Не хотите ли, добрые молодцы, храбрые потомки Турполя-Начхо, я спою вам нашу родную песню. Как от удара шашки о кремень сыплются искры, так и мы явились от Турполя-Начхо. Родились мы в ту ночь, когда щенилась волчица. Имена нам даны были в то утро, когда голодный бар с ревом своим будил уснувшие окрестности. Вот мы кто, потомки Турполя-Начхо». К периоду чеченской истории относятся сохранившиеся в народе предания о нашествии на них тавлинцеев, под именем которых разумелись жители соседней с ними горной Чечни. Это бывшие одноплеменники, завидуя их благосостоянию, огромным скопищем спустились к ним за добычей. Они вышли на равнину из Аргунского ущелья, где ныне крепость Воздвиженская, и направились к ущелью Ханкальскому. Чеченцы не препятствовали их движению вперед, показывая вид, что спешат укрыть в леса семейство и имущество. Но то была только хитрость, позволившая им обойти врага и занять позицию в тылу его, у входа в Аргунское ущелье. Тавлинцы, видя, что им заграждено отступление, пытались пробиться назад, но мгновенно были окружены и рассеяны, причем большая половина их истреблена. Предание, утратившее точность относительно времени, причисляет это событие к эпохе, когда минуло 100 лет после выхода чеченцев из гор. На этой стадии развития политического и общественного быта застали чеченцев русские.
Они нашли в них упорного, неукротимого врага, которого и физические силы, и чисто демократические обычаи, и весь образ жизни, словом, дышали войной и волей. Чеченец красив и силен, высокого роста, стройный, с резкими чертами лица и быстрым решительным взглядом, он поражает своей подвижностью, проворством, ловкостью. Одетый просто, без всяких затей, он щеголяет исключительно оружием, соревнуясь в этом отношении с кабардинцами, и носит его с тем особенным шиком, который сразу бросается в глаза казаку или горцу. По характеру чеченец имеет много общего с другими горными племенами Кавказа. Он также вспыльчив, неукротим и легко переходит от одного впечатления к другому, но в его характере нет той благородной открытости, которая составляет характерную черту, например, кровного кабардинца. Они коварны, мстительны, вероломны и в минуты увлечения опасны даже для друга. Русские войска, вступая в Чечню, в открытых местах обыкновенно совершенно не встречали сопротивления. Но только что начинался лес, как загоралась сильная перестрелка, редко в авангарде, чаще в боковых цепях и почти всегда в арьергарде. И чем пересеченнее была местность, чем гуще лес, тем сильнее шла и перестрелка. Вековые деревья, за которыми скрывался неприятель, окутывались дымом, и звучные перекаты ружейного огня далеко будили сонные окрестности. И так дело шло обыкновенно до тех пор, пока войска стойко сохраняли порядок. Но горе, если ослабевала или расстраивалась где-нибудь цепь, тогда сотни шашек и кинжалов мгновенно вырастали перед ней, как из земли, и чеченцы с гиком кидались в середину колонны. Начиналась ужасная резня, потому что чеченцы проворны и беспощадны, как тигры. Кровь опьяняла их, омрачала рассудок, глаза их загорались фосфорическим блеском, движения становились еще более ловки и быстры, из гортани вылетали звуки, напоминающие скорее рычание тигра, чем голос человека. Такими они были, по рассказам очевидцев, во время резни в ичкерийских лесах. Кто-то справедливо заметил, что в тибе чеченца, в его нравственном облике, есть нечто, напоминающее волка. И это верно уже потому, что чеченцы в своих легендах и песнях сами любят сравнивать своих героев именно с волками, которые им хорошо известны. Волк – самый поэтический зверь по понятиям горца. Лев и орел, говорят они, изображают силу, те идут на слабого, а волк идет и на более сильного, нежели сам, заменяя в последнем случае все безграничной дерзостью, отвагой и ловкостью. В темные ночи отправляется он за своей добычей и бродит вокруг аулов и стад, откуда ежеминутно грозит ему смерть. И раз попадет он в беду безысходную, то умирает уже молча, не выражая ни страха, ни боли. Не те же ли самые черты рисуют перед нами и образ настоящего чеченского героя, самое рождение которого как бы отмечается природой. В одной из лучших песен народа говорится, что волк щетинится в ту ночь, когда мать рожает чеченца. При таких типичных свойствах характера, понятно, что чеченец и в мирное время у домашнего очага выше всего ставил свою дикую, необузданную волю и потому никогда не мог достичь духа общественности и мирного развития. Естественно, что быт чеченцев отличался обычной простой, патриархальностью самых первобытных обществ, родовое начало было в нем преобладающим элементом. И притом настолько сильным, что каждое общество, каждое селение жило своей особенной самостоятельной жизнью. Это были отдельные независимые мирки, в которых адат, обычай, заменял закон, а старший в роду был в одно и то же время военным предводителем, судьей и первосвященником. Каждая деревня имела свои обычаи, сохраняла свои предания и старалась не иметь никаких общих интересов даже с соседними аулами. Но, конечно, столкновения были неизбежны, и прямым последствием их являлись ссоры, оканчивавшиеся нередко убийствами и грабежами, потому что пылкий чеченец никогда не прощал обиды. Тогда начинался длинный ряд кровомщений, ведший к истреблению целых семей и даже аулов. Не лишнее сказать здесь, что обычай кровомщения, бывший причиной постоянных междоусобий в чеченской земле, был лучшим союзником русских, которые нередко прямо пользовались им, как средством бросить в страну семена розни и внутренней вражды. На почве именно обычая кровомщения выработался в Чечне, как и в других кавказских странах, особый, любопытнейший тип людей, называвшихся абреками. Название это обыкновенно присваивалось русскими всем отважным наездникам,
пускавшимся в набеги небольшими партиями. Но, в сущности, обрек есть нечто совершенно иное. Это род принявшего на себя обет долгой мести и отчуждения от общества вследствие какого-нибудь сильного горя, обиды, позора или несчастья. И нигде обречество не принимало такого удручающего характера, как у чеченцев. Эти люди становились одинаково страшными и чужим и своим, отличаясь жестокой, беспощадной ненавистью ко всему человеческому. Такова была страна и таковы люди, трудная задача покорения которых лежала перед русскими. В той местности, которая теперь известна под именем Малой Чечни, в верховьях быстрого Шаро-Аргуна, среди дремучих лесов, стояло некогда богатое селение – Шары. Века прошли над ним с бедствиями войны и разорения. Многочисленные народы приходили один за другим искать его гибели, и реки крови своей и чужой были пролиты шарцеями при защите родных лесов, за которыми они считали себя безопасными. И вот в одну бурную ночь, цветущее селение погибло, остались только печальные развалины. Шары были жертвой междуплеменной вражды. Раздоры между ними и одним из аулов карабулакских были древни, как само существование этих народов. И пробил, наконец, час возмездия, последний страшный час шарцеев. Карабулаки, соединившись с ингушами, темную ночью прокрались через леса, в глубокой тишине окружили Шары и по условленному знаку напали на сонных жителей аула. Короток, но беспощаден был этот бой, в котором все шансы были на стороне нападавших. Когда окончил свое дело меч, начал огонь. Наутро не было и следов богатого селения. Союзники, в ожидании ночи, которая должна была скрыть их отступление, расположились на ближней возвышенности. Они захватили с собой все, что могли: домашнюю утварь, скот, хлеб, а чтобы предохранить себя от всяких покушений со стороны неприятеля, так как часть шарцеев могла избежать меча и огня, площадка холма была окружена окопом. На Кавказе всегда было обычным делом, что два врага подавали друг другу руки и общими силами губили третьего, чтобы после снова начать резню между собою. Так было и тут. Между тем наступила ночь, и партия направилась в обратный путь. Партии приходилось, прежде всего, пройти густой лес. Ночь была темная, дождь лил как из ведра. И вдруг, посреди лесной тишины, зловеще грянул ружейный выстрел, за ним другой. Двое раненых присели, схватившись один за голову, другой за ногу. В шайке пошла суматоха. Кто же это стреляет, кто? Но снова грянул выстрел, за ним опять другой, и двое новых раненых опять опустились на землю. «Живьем хватайте их!» — кричали ингушивцы и карабулаки. Лишь немногие сунулись вперед, да и те воротились, потерявши одного убитым. После этого уже никто не счел себя обязанным рисковать жизнью, и на каждый выстрел шайка отзывалась только угрозами и криком. А тем временем два невидимые стрелка посылали пулю за пулей, и редкий выстрел их не выносил новой жертвы. Заколдованный лес наконец окончился. Шайка подошла к реке, но вследствие сильного дождя, шедшего всю ночь, переправы не было. Одна конница с трудом перебралась вплавь, да и то потерявший несколько человек, унесенных течением воды. И вдруг из кустов выскочили два человека и кинулись рубить все, что не попало под руку. Испуганная неожиданным нападением, шайка метнулась в сторону. И пока опомнилась, пока пришла в себя и сообразила, что нападающих только двое, те уже снова скрылись в кусты, а на берегу лежали следы их нападения, несколько изрубленных трупов. Утро наступившего дня было пасмурное, но не дождливое. Между развалинами сожженного аула чернела сумрачная башня. Из ее бойниц кое-где пробивался дымок, как бы от разложенного внутри ее небольшого костра. Там, погруженные в мрачные думы, сидели два человека, два героя нынешней ночи. Не скоро оправились Шары от этого погрома. Работа Василий Потта. Кавказская война. Том 2. Ермоловское время. Как вы поняли, как подметил Потта,
Это была лишь часть из древней истории Шарой-Цеев. Мы уже также приводили информацию, что шаройские предания говорят про частые схватки. Вот так жили древние Шарой-Цеи, закаляя в жестоких боях свой характер, становясь хищниками. Сложные и дикие времена долгое время формировали характер древних Шарой-Цеев. Историк Ф. Ган в своем труде так описывает Шарой-Цеев. В горах чеченцы живут очень бедно, в тесных помещениях. Так, например, в ауле Шикарой на Шаро-Аргуне в трехэтажной башне живет целых 12 семейств. Странным может показаться тот факт, что во всей Чечне нет ремесленников. Вообще чеченец весьма ленив и всю почти работу предоставляет женщинам. На равнине, правда, мужчины также принимают участие в полевых работах, в горах же они проводят время в тунеядстве. Объясняют это тем, что они в прежние времена постоянно находились на войне, так что все хозяйство лежало на женщине. Но и теперь, в мирную пору, последние завалены разными работами. Единственное занятие мужчин состоит в том, что они отвозят продукты земледелия и скотоводства на рынки. Работа «Экскурсия в Нагорную Чечню и Западный Дагестан летом 1901 года». Ф. Ган. Интересным надо отметить, является тот момент, что историк Волкова писала в своих трудах, что один местный житель Шароя рассказал, что в давние времена шаройцы изгнали из шаройского селения Химой, живших там орстхайцеев и также дагестанцев. Она пишет, Умар Боголов рассказал, что при его деде шаройцы изгнали из Химы, живших там орстхайцеев и дагестанцев. Работа Волкова Н.Д. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. Остается открытым вопрос, как в шаройском селении оказались орстхайцеи, а тем более дагестанцы. Почему шаройцеи их изгнали и в чем был конфликт, тоже неизвестно. Но касаемо в древности проживания орстхайцеев в шаройском селении, можно рассмотреть одну интересную аналитику. Во-первых, чеченский историк Лича Ильясов пишет, территория Эрштхой очень богата каменными башенными постройками. Хотя область находится на самом западе Чечни, архитектура ее по своим основным параметрам тяготеет к формам центральной Чечни, то есть Аргунского ущелья. Работа Лича Ильясов. Тени вечности. Эрштхой – это общество, Орстхай, которое называется по-разному Орстхай, Эрштхой, Арштхой. То есть, здесь видно, что архитектура орстхайцеев более тяготеет в сторону селения Шарой, ведь селение Шарой находится как раз в Аргунском ущелье. Учитывая информацию из трудов Волкова и Ильясова, можно допустить, что орстхайцеи изначально могли проживать в Шарой. Во-вторых, как известно, общество Орстхай именуется как и Арстхай. Чеченский историк Лича Ильясов в той же работе «Лича Ильясов. Тени вечности» пишет, этимология этнонима Орстхай довольно прозрачна. По-чеченски Арце – невысокий хребет, Арстхай – жители предгорий или Черных гор. А как известно, Аргунское ущелье уходит на 200 километров до самой Грузии как раз именно сквозь лесистые Черные горы. Поэтому гипотетически всех жителей Аргунского ущелья могли называть Арстхай, то есть в том числе жителей селения Шарой и других. Учитывая данные Волковой, можно также предположить, что орстхайцеи, либо часть орстхайцеев, потомки шаройцеев. Как и известно, орстхайцеев называли кумыки и русские также карабулаки. Кстати, быть может, именно поэтому у шаройцеев и одним аулом карабулакским был конфликт, как писал Пота. Шаройцеи изгнали за что-то из шаройского селения одноплеменников, затем начался конфликт. В любом случае, то обстоятельство, что жителей Аргунского ущелья шаройцеев и других, которое пролегает сквозь лесистые Черные горы, гипотетически могли называть Арстхай, то есть как жители Черных гор, мы можем подумать над тем, что первичное древнее ядро формирования современного общества Арстхай или Орстхай могло находиться в Аргунском ущелье, либо какой-то их части. Военный историк Иоганн Бларамберг описывает в своей работе племена горных чеченцев, в том числе селение шаройцеев, в главе под названием Шубусцеи или Шатойцеи. Он назвал и шаройские селения почему-то тоже как шатойские. Впрочем, неважно, про всех в целом этих жителей он пишет:
таковы племена горных чеченцев, которых мы очень плохо знаем. Мы знаем только то, что они населяют дикие места, частью покрытые лесом и почти недоступные. Климат здесь суровый, полеводство почти совсем не развито, скотоводство ограничивается несколькими стадами овец и коз, которые находят скудную пищу на отвесных скалах и в расщелинах. Они очень бедны и живут большей частью набегами на соседей. Далее Бларамберг дает общую характеристику чеченским племенам в целом и пишет: у чеченцев нет более князей, потому что в различное время они их постепенно искоренили. Они равноправные, предпочтение оказывают лишь тем, кто преуспел в набегах на соседей. Законы куначества и гостеприимства у этого народа соблюдаются строже, чем у других горцев. Кунак не позволит оскорбить своего друга на протяжении всего того времени, что он находится под его покровительством, и если он живет у него, то защищает его от грозящей опасности даже ценой собственной жизни. Чеченцы – хорошие стрелки и имеют хорошее оружие. Они сражаются пешими, их храбрость доходит до исступления, они никогда не сдаются в плен, даже если один из них остается против 20. Тот, кого захватили врасплох по случайности или по недосмотру, покрывается позором, так же как и его семья. Никакая чеченская девушка не выйдет замуж за юношу, который не принимал участия в набегах, или который показал себя трусом в каком-либо бою. Этот народ сохраняет дружеские связи и добрососедские отношения лишь с некоторыми пограничными племенами, чтобы иметь поддержку в случае необходимости. И так далее. Работа Иоганн Бларамберг. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа. Бларамберг, конечно, дальше описывал не только шаройцев, а чеченские племена в целом, но шаройцев это тоже касается, поэтому мы сочли нужным привести эти данные. Среди некоторых чеченцев можно услышать предание, что шаройцы якобы не воевали с царскими войсками в период Большой Кавказской войны, потому что высокогорные селения шаройцев так далеко находились, что царские войска до них просто не дошли. На самом же деле, дело обстояло кардинально наоборот. Некоторые шаройцы расскажут вам, что их предки сражались как с соседями, так и они упорно сражались с царскими войсками, однако в период сражений с царскими войсками, в долгих и свирепых боях шаройцы терпели большие потери за счет численного превосходства врага. Однако шаройские волки не сдавались, не покорялись, это привело к почти полному истреблению шаройцев, а также большой памятной утере про эти сражения. Затем шаройцы, вернее их остатки, разбрелись по всей Чечне. Об этих жестоких битвах свидетельствовали и разрушенные до основания многие шаройские башенные строения. Известно также в шаройских преданиях, что часть шаройцев мигрировали и влились в Ауховский Тукхум. Во время Кавказской войны эти шаройцы также почти полностью погибли. Есть и среди кавказского населения предания о том, что царские войска вели такую жестокую войну с горцами, что были даже славянские беженцы, не согласные с царской политикой, которые перебегали на сторону горцев, а затем вместе с горцами вели боевые действия против царизма. Интересно, кстати, и то, что историк Махмудова К.З. в своей работе пишет, что касаемо носителей акинского, ауховского диалекта с собственно акинским и бхарчоевским говорами, есть предположение, что данный говор шароевского происхождения. Работа Махмудова К.З. Северо-Восточный Кавказ в политике России, Ирана и Турции в 18-20-е годы XIX века. Возможно, это связано как раз с тем, что шаройские предания гласят о том, что в какой-то период их часть влилась в Ауховский Тукхум. Надо отметить, то, что про историю шаройцев на сегодня остались, к сожалению, достаточно скудные и противоречивые данные. Объясняется некоторыми шаройцами тем, что это непокорное общество почти исчезло в войнах как с соседними обществами, так и с набегами кочевников, а далее с царизмом. В связи этого происходило как сильное сокращение численности, так и большая утрата шаройской истории. Царизм окончательно подвел точку шаройской истории, остатки на долгое время разбрелись по всей Чечне. Шаройцы, конечно, возвращались в родные места в дальнейшем, восстанавливая селения, башни и так далее.
Жилые башни снова были взорваны после депортации чеченцев в 1944 году. Одна из оборонительных башен была разрушена российской бомбардировкой в 1995 году, во время Первой русско-чеченской войны. Чеченский историк Лича Ильясов в своей работе писал про Шарой-Цеев следующее. Историческая область Шарой лежит в верховьях реки Шаро-Аргун, к востоку от чеченских обществ Чанти и Хачарой, к западу от Чеберлоя. Название ее, вероятнее всего, связано с прилагательным «шира», гладкий, плоский, которое в горных диалектах звучит как «шара». Оно может объясняться тем, что течение Шаро-Аргуна образует широкие ущелья с пологими берегами. Шарой состоял из нескольких десятков селений, крупнейшими из которых были Шарой, Химой, Хакмадой и Шикарой. Известный грузинский историк И. Аджавакишвили связывал с топонимами Шарой, Шаро-Аргун, этноним Сармат, который, по его мнению, звучал как Шармат. Но так как в греческом и латинском нет звука «ша», он был зафиксирован в античных источниках как Сармат. Если Шарой являлся административным центром этой области, то селение Химой, которое находится в нескольких километрах к юго-востоку от него, было ее культовым центром. Подтверждением того, что Химой был культовым центром, может служить обилие петроглифов на сохранившихся средневековых постройках селения. Это и двойные спирали, и кресты, и круги. Но наиболее интересным является классическая свастика с прямоугольными концами. В таком виде она больше нигде на Кавказе не встречается, хотя в различных вариантах присутствует на стенах многих чеченских башен, в более древние времена на кабанской керамике, затем в виде тамги на гончарных изделиях алан. В Средневековье почти все селения Шароя были башенными, то есть состояли из жилых и боевых башен. Многие из них, особенно боевые башни, были разрушены во время Кавказской войны, часть во время выселения чеченцев в 1944 году. Сегодня руины величественных каменных строений сохранились в селениях Шарой, Химой, Хакмадой, Шикарой. Работа Лича Ильясов «Тени вечности». Из этой работы Ильясова мы даже можем видеть, что Шарой-Цеи могли быть связаны с сарматами, саланами. Примечательно, что известных в науке потомков алан, осетинский народ, чеченцы, ингуши, дагестанцы, называют хирий, а само по себе название хирий – это буквально прямая параллель с чеченским тайпом кирий, который входит в Тукхум-Шарой. Более того, по чеченскому ДНК-проекту Чеченаовчи DNA Project было установлено, что многие осетины происходят из нашхойской ветви чеченцев, у многих из них чеченские предки. А нашхойцы имеют с Шарой-Цеями большие связи. Чеченский историк Хизар Яхьяев в опубликованной интернет-статье в разделе «Шаройский Тукхум» пишет, причин, побуждавших нашхин-цеев покидать родные горы и искать новые места для обитания, было много. Одной из них была кровная месть. Так, согласно рассказам старожилов, тайп Шарой Шароевского Тукхума ведет свое начало от тайпа Нашхой. 4 сыновей Айта, Эти, Якуб, Кюрба из-за кровной мести осели на месте нынешнего Шароя. Согласно преданию, селение Химой, находящееся в нынешнем Шаройском районе, было основано неким Цеулцо из Нашха. Цеулца с 7 сыновьями, спасаясь от кровной мести, вынужден был покинуть Нашха, добравшись до ущелья, где сегодня располагается селение Химой. Работа Хизар Яхьяев к истории Нашха, прародины чеченцев. Чеченский историк Хамзат Умхаев пишет, территорией зарождения и формирования чеченского этноса является Нашха. Она занимала всю горную часть современной Чечни – Майста, Малхиста, Хилдехия, Терла, Айкха, Галай и, собственно, Нашха, кроме Шатойского, Чеберлойского, Шаройского, Веденского и Нажа-Юртовского районов, земли которых выходцами из Нашха были освоены позже. Работа Хамзат Умхаев в поисках национального единства. Как видно, про нашхойские корни Шарой-Цеев можно говорить уверенно. Нашха в Чечне считается прародиной древних чеченцев. Кстати, действительно, о переселении нашхой-цеев, особенно совершивших тяжкие преступления, именно кровников, в Шаройский район, в преданиях некоторых Шарой-Цеев до сих пор помнят, считается, что от них произошли многие Шарой-Цеи, да и сами в целом Шарой-Цеи помнят свою прародину, Нашха. Выходит, если из работы Ильясова, древние Шарой-Цеи могли быть связаны с сарматами,
саланами, а во многих научных трудах именно осетинский народ считают потомками алан. К тому же по генетике стало выявляться, что многие осетины происходят от нашхойцеев, как и шаройцеи следственно, а самих осетин чеченцы, ингуши, дагестанцы называют хирий, название которое почти аналогично чеченскому тайпу, хирий, тукхума шарой. То из всего этого мы можем смело отнести шаройцеев к древним аланам, даже вероятнее всего к предкам осетинского народа. Название осетин вайна-хамехирий вполне возможно трансформированное былое название чеченского тайпа шароевского тукхума, кирий. Видимо, в шаройцеи есть те аланы, предки осетин. О переходе осетин с нахского языка на иранский писал и осетинский ученый Абаев, и чеченский ученый Хизрев, и ингушский ученый Плиев. Работы В. И. Абаев. Осетино-вайнахские лексические параллели. 1959 год. Х. А. Хизрев. К вопросу о чеченцах в древности и средневековье. Плиев Руслан. Хождение нарта ворса и росы. Толкований в науке, конечно, по поводу происхождения как чеченцев, так и осетин. Очень много, но на наш взгляд касаемо осетинского этноса это неплохая версия. Старцы шаройцеи также расскажут вам, что андоцеезов шаройцеи считают теми же чеченцами, говорящими на аваризированном языке. Так, по рассказам шаройских старожилов, андоцезы это и есть шароевцы, которые остались жить в Сумадинском районе по Андийскому Кайсу. Там же обитали в то время чеченцы-ауховцы. Кстати, про Андийское Кайсу и другие территории одна научно-историческая работа в период Большой Кавказской войны сообщает следующее. К управлению начальника левого фланга Кавказской линии отнесено пространство, ограниченное главным хребтом гор, реками Андийским Кайсу, Сулаком, Каспийским морем и реками Тереком и Асоу и Даут-Мартаном. Главное народонаселение этого пространства составляет чеченское племя, самое сильное, буйное и воинственное из всех кавказских народов, их считается до 100 тысяч душ. Работа «Докладная записка генерал-майора А. П. Пуло военному министру генералу от кавалерии А. И. Чернышову о положении дел на левом фланге Кавказской линии с 1834 по 1840 год и о мерах, необходимых для упрочения власти царского правительства над горцами. Шаройцеи обладают типичной чеченской внешностью, очень часто встречаются светлокожие, темные волосы, темная борода, карие глаза и другие. Итак, подведем итог. Из всего только что изложенного в этой работе, мы можем заключить, древние шаройцеи вероятнее всего были связаны с сарматами, саланами. Древние шаройцеи находились в условиях постоянной борьбы, они сражались с соседними обществами, они сражались с набегами кочевников. Во время Большой Кавказской войны они сражались с более многочисленным врагом, что привело к почти полному истреблению шаройцеев и большой утрате их истории. Также от шаройского общества мигрировала их часть, которая дополнила состав чеченцев-ауховцеев, став частью ауховского тукхума, айки. Во время Большой Кавказской войны ауховские шаройцы также были истреблены почти полностью. Все в целом это говорит о том, что шаройцы прожили веками в очень тяжких условиях, естественно, это развивало в шаройцах веками хищность, а также воинственность, способность к самопожертвованию. Также древние шаройцы, вернее их часть, могли быть предками андоцеезов, а также осетинского народа. Сегодня шаройские башни стремительно восстанавливаются, красоты их и мощь вызывают восхищение туристов и многих чеченцев. Но не стоит забывать, не все в древние времена было так гладко и радужно, шаройские башни повидали много трагедий, сопротивлений, кровавых военных действий.